Здравствуйте. Активная фаза прохождения ледохода в границах республики наблюдается с 7 мая. Вся якутская территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работает в режиме повышенной готовности. Вместе с тем, с учетом прохождения до вчерашнего дня ледохода в активной фазе по Алекминскому и Хангаласскому районам и его прохождению на территории Алекминского района по двум участкам, и в связи с этим образованием ледовой перемычки и повышением уровней воды, подтопленными остаются 3 населенных пункта в Алекминском районе. В силу этого в данном муниципальном районе, в границах муниципального района, введен режим готовности, находится в режиме чрезвычайная ситуация. Также находится в режиме чрезвычайная ситуация Нерубинский район на муниципальном уровне. В указанных 3 селах Алекминского района: 1-й Нерюктянск, 2-й Нерюктянск и Кылах, подтопленными остаются 109 придворовых территорий, в том числе 89 жилых домов, с проживанием на их территории 320 человек, в том числе 30 детей. Население размещено в пунктах временного размещения и у родственников. Непосредственно в ПВРах находится 61 человек, 19 детей. В результате вчера проведенных взрывных работ на территории Алекминского района в 7 километрах ниже населенного пункта Алекминск удалось добиться разрушения ледовой перемычки. В силу этого происходит понижение уровня воды ниже критических, наблюдается снижение уровня воды. В самом Алекминском районе продолжает работу межведомственная оперативная группа «Лена». Сегодня бортами МЧС совершен вылет по доставке гуманитарных грузов в первый нижний затопленные населенные пункты с доставкой продуктов питания, хлеба, ГСМ, а также электрогенераторов. В целом хочу довести, что у нас спланирована работа 8 межведомственных оперативных групп на территории республики с общим количеством входящих в них 111 человек личного состава, 25 единиц техники. Теперь доведу вам краткую информацию по вскрытию рек на территории республики. Вскрытие реки Лена на участке Покровск-Якутск ожидаем 16-18 мая. На реке Алекма ледоход вышел в устье. Ледоход на реке Витим наблюдается в устьевом участке. В ближайшие сутки двое будет наблюдаться выход волны выше вскрытия на реку Лена. Активная фаза ледохода на реке Алдан проходит по территории Татинского, Топонского, Усмайского районов. 15-16 мая, завтра-послезавтра ожидаем вскрытия реки в устьевом участке в населенном пункте Батамай Кобяйского района. В результате продвижения ледохода возможно повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок у населенных пунктов Кылаи, Черектей, Дыхтал, Устья-Алданского района. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Сунтарского и Нерубинского районов. 15-16 мая также ожидаем вскрытия реки на участке Верхний Вилюйск, Вилюйск. На участке реки Колыма-Зырянка, Среднеколымск, суточный рост уровня на сегодня составляет 0,3-0,6 метра. В ближайшие сутки ожидается подвижка льда у населенного пункта Зырянка. Вскрытие реки произойдет 16-17 мая. Ожидаем также подтопления, к сожалению, как всегда, взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. У города Среднеколымск вскрытие реки ожидаем 18-20 мая. Сегодня для контроля прохождения ледохода в Зырянку и Среднеколымск убыли 2 оперативные группы республики Колыма-1, Колыма-2. В целом, по складывающейся оперативной обстановке ведем своевременный мониторинг и оповещение населения. С этой целью задействованы воздушные суда как МЧС, так и Якутской территориальной подсистемы. Указанная группировка может наращиваться при необходимости. Хотел бы также напомнить, что превентивно 5-6 еще марта мы принимали республика участие во всероссийских учениях по готовности к пожароопасному и паводкоопасному периодам. Ну и с марта по апрель проводили работу в 15 муниципальных районах с проведением командно-штабных учений по готовности. В том числе проверялась готовность сил и средств, готовность принятия управленческих решений. Думаю, что все это нам тоже будет помогать при благоприятном прохождении, без последствий паводка на территории республики. Все вопросы жизнеобеспечения населения решаем в рабочем, оперативном порядке.